И вы находите такой Простите, Сколько вам лет, мистер Юрий? опять скажешь, друзья. Всем привет, мы на Крыльях ТВ, и сегодня у нас в гостях Каурбек, с которым мы обсудим нартовский эпос. Да, Да. Ну, наверное, стоит начать с того, что такое вообще эпос. наверное. Ну, я бы начал, наверное, просто со знакомства. Типа, вот ты, например, как о нем узнала, как ты с ним Об эпосе в познакомилась? школе. В школе? Да, у нас в школе была дисциплина традиции культуры Осетии, и, собственно, в рамках этой дисциплины мы говорили об эпосе. У нас тоже что-то такое вроде было, но очень непогруженно. И на осетинском языке мы так, вскользь, но проходили тоже. А на уроках литературы, когда мы говорили о финно-угорских эпосах, нам, конечно же, преподаватель в любом случае говорил о нашем эпосе. Я либо такого не помню у себя, либо этого просто не было. Ну вот я больше сам как-то. Ну я ж типа тебе говорил, что я в детстве как-то вот интересовался в целом мифологией. Ну, все дети Там, любят. ну да, дети же любознательные в раннем возрасте. Я вот любил там всякие энциклопедии, мифы, там Древней Греции особенно. Ну, по-моему, все с них начинали, они же такие самые известные обычно. Ну да, но еще, думаю, в доме у каждого все равно лежит Да, ну, книга. у нас как-то в семье особо не упоминался он, я как-то вот сам, типа, ну, он на слуху же, так или иначе, в Осетии у всех. И я такой, ну вот, типа, у нас тоже что-то такое есть, хочется изучить. Мне кажется, еще было бы здорово, будь издания немножко более адаптированы для ребенка в плане, чтобы там были картинки. Ну или хотя бы изображения какие-то. Например, те же самые картины Туганова, они же потрясающие. Мне кажется, картины Туганова не могут не завлечь ребенка, потому что там много всего происходит, там какие-то цвета яркие, где-то наоборот. Ну, в общем, это всегда интересно смотреть ребенку, когда есть еще и какое-то изображение. А когда просто голый текст, ребенок может просто такой взять, Ну, тут я, наверное, не соглашусь, потому что у Джанаева и у Туганова все-таки картины, они, ну, для детей, мне кажется, не очень интересные, но их уже, когда более так, в таком осознанном возрасте смотришь, тогда замечаешь какие-то интересные для себя моменты, потому что у Туганова более такой стиль сказочный, что ли, а у Джанаева, наоборот, такой реализм, прям реализм, и даже сравнить как-то их можно. А для детей, ну вот для меня, как, например, ну, что меня зацепило, я в детстве, наверное, как многие там, ну, комиксы любил, там всякие супергерои, Человек-паук, вот это вот все. И в целом же в Америке как такового эпоса нет, но у них, но у них вот это... Лонгфеллоу, то, что песня Гаевати, это про индейское. Не, но это у индейцев, Да, а я имею да. в виду Америку как Ну, конечно. США. И у них вот этот эпос заместили комиксы, то есть их эпичные герои, это там условно, Капитан Америка. да, супергерои, сверхлюди такого золотого века комиксов и так далее. И вот я больше воспринимал богатырей тоже как таких типа супергероев, только более древних, более таких наших. И для меня поэтому вот вход в изучение эпоса был наиболее легким, что ли. Ну и плюс мне в целом вот нравились всегда какие-то вещи, ну, динамичные, какие-то более экшоновые. И в эпосе как раз много этого есть. Каждое сказание, там происходит какое-то яркое действие. Да, Нет такого, что оно они просто скучное. Типа очень пафосные в хорошем смысле и такие эпичные. Прям там много такой символики, архетипов понятных. И поэтому вот для меня типа вот этот вход был плавный очень. Но, к сожалению, у меня так из окружения никто особо не интересовался этими темами. И как-то вот приходилось самому.
Ну и вообще, я так сейчас уже, анализируя свой вот этот путь изучения, я понимаю, насколько много трудностей возникает у человека, вот заинтересованного. Вот кто с нуля, типа, хочет изучить нардский эпос, очень много трудностей. Но вот для меня лично самая большая трудность — это знание языка. То есть Перевод, хочется, да, в оригинале что-то прочитать, но это касается, наверное, любой литературы, что лучше читать в оригинале, но просто нету возможности там изучать все языки подряд. А тут вот как бы самое сложное вот в плане языка. Потому что переводов много, версий одного и того же сказания много, и ты даже не знаешь, ну, какой перевод качественный, какой нет. я покупала книгу буквально 2 года назад, потому что мои остались у мамы, и я решила себе купить, чтобы у меня тоже была своя. И я приобрела ее и увидела то, что она зацензурена. Там многие, Кем? вот, видимо, редакторы, потому что там многие моменты не так, как я помню, как были, вот, допустим, в тех книгах, которые старые, которые у моей мамы на полке стояли. И как думаешь, это вот с чем связано? Ну вот, кстати, тема цензуры тоже относится вот к этим трудностям в плане погружения, потому что если это какое-то советское издание, то там понятно, что в Советском Союзе многое цензурили, и, наверное, в том числе и эпос, и при этом какие-то моменты там все-таки жесткие, такие спорные оставили. То есть вот непонятен даже принцип цензурирования, а где-то действительно то ли переводчик не постарался. Тут еще такой дискуссионный момент, что по сказаниям часто трудно понять, это раннее сказание какое-то древнее, или это уже более какой-то поздний вариант. Где-то видны следы вот христианизации, а где-то прям видно, что это какое-то такое древнее сказание. В целом мы можем проследить то, как собирался материал для полностью для создания циклов, грубо говоря. Ну вот насколько я понимаю, мое предположение, что как бы вот у нас же есть вот эта культура сказителей, и, видимо, исследователи, они собирали материал вот именно у сказителей, Из разных как-то его источников. записывали и пытались это все подогнать как бы под какой-то усредненный вариант, потому что, это касается, любого мифа, не только остинского, что там в разных селениях может быть разные вариации одного и того же мифа, может быть даже разное отношение к событиям, которые описаны в сказании. И они, видимо, вот пытались собрать всю информацию и как-то ее систематизировать. Я вот часто натыкался на версии других кавказских народов, и я так понял, что Остин, как я до этого сказал, до записи, он, вообще нардские сказания у нас они такие более полные и самые систематизированные. И даже вот это деление на циклы, оно на самом деле, искусственно придуманное. То есть это просто исследователи таким образом разделили сказания по циклам, чтобы просто было удобнее их читать и исследовать. Потому что эти циклы, они сформированы исключительно вот опираясь на популярность того или иного героя, того или иного богатыря, потому что там условно есть цикл про Батраза, цикл про Суслана. Ну вот мы, когда в плане научном пытаемся изучить эпос, то мы, конечно, опираемся на труды Василия Ивановича Абаева.
И он как раз-таки говорит то, что эпос делится на циклы вообще безболезненно. И вот он выделяет Да. 4 основных цикла. Это Урузмак Шатана, начало нартов, потом Урузмак Шатана, Сослан и Батрас. И мелкие циклы про Да. Шердона, например, про Ацамаза. Но в целом в единую картину они почему-то не соединены. Они как будто идут все равно как отдельные циклы. Ну вот есть еще такая проблема, что если мы изучаем, например, мифы Древней Греции, я вот пытался как-то наш эпос изучать в том числе через другие эпосы, потому что так или иначе есть какие-то пересечения, есть какие-то заимствования, и я не мог найти какое-то исследование, которое меня бы вот полностью удовлетворяло во всех моих вопросах, которые возникали при изучении. И вот в греческой мифологии там есть прям такой полноценный продуманный лор, можно сказать, что типа есть какой-то единый мир, который греки как бы сами еще в те времена как-то собрали в кучу. Там можно вот, например, просто там Гесиода какого-нибудь почитать, который просто вот собрал все мифы, которые вот были тогда на слуху, были тогда популярны, и сделал из них прям такую единую, можно вот сравнить с каким-то фэнтези, Ну вот у того же Абаева в статье какую-то литературу. вот изучение начинается с того, что он говорит об эпосе и о фазах его становления. То, что сначала у нас идет какое-то устное народное творчество, позже это все собирается, записывается, формируется в циклы, а третья фаза — это когда эти все циклы соединяются воедино. Вот можно сказать, это сделал Гомер с Илиадой, с Одиссеей. Он собрал, Ну, в том числе да, Гомер, собрал да. все эти песни и соединил их в единое целое. И получилась полноценная история. Да. Вот каково повествование в Нартиаде? Оно же не прямое. Вот мне кажется, что наш эпос, он как раз застрял где-то вот на второй фазе, потому что чтобы вот миф сформировался, он должен быть как бы пропущен через какие-то, как сказать, переосмысления, что ли. Потому что если мы, опять же, смотрим на то, как греки обходились со своими мифами, они уже тогда их конструировали и деконструировали. Они пытались любой миф подогнать под под какой-то драматургический каркас, и поэтому они до сих пор так свежо читаются, они такие очень понятные для любого читателя. А вот нартский эпос, он какой-то такой недосформированный, и там нету какой-то строгой повествовательной линии, потому что даже ты берешь, ну, любой цикл, он как бы начинается с ничего и заканчивается ничем. Какие-то сказания, и можно вот с горем пополам разделить его там на 3 вот этих акта, условно, а какие-то вообще вот просто А вот прочитал и что кушал, что радио слушал, ничего для себя А вот разве не честно извлек. искусственно это исправлять? Вот додумывать самому? То есть по факту исследователь, человек, вот как, допустим, братья Гримм собирали фольклор, вот человек собрал все это, соединил, разделил по героям, по циклам. Честно ли додумывать от себя, чтобы соединить это все в единое целое? Но тут же речь идет не о додумывании, а просто о систематизации какой-то, о оно осмыслении систематизировано. мифов. Потому что как бы в нартском эпосе очень много вещей, которые непонятны читателю и даже исследователям. То есть если бы сами вот сказители проводили какую-то такую рефлексию, что ли, этих сказаний, то, мне кажется, они бы в более таком понятном виде до нас дошли. Потому что там есть вот зачатки драматургии, там есть очень такие драматические моменты в каждом сказании,
но не хватает вот какой-то завершенности, именно вот на какие-то вот литературные рельсы, что ли, это поставить, и просто даже какие-то причинно-следственные связи установить. Например. Ну вот, опять же, если к греческим мифам отсылаться, то там греки установили все связи, ты там знаешь, кто чей сын, отец, кто чей родственник, кто от какого бога произошел. Ну и понятное дело, что в этом есть какие-то такие нотки самопохвалы, когда там какой-нибудь персонаж сам себя относит к какому-то божеству, что вот мой род там от Марса прошел или еще что-то. Но эти все моменты, ты их видишь, и ты знаешь, что вот это можно не учитывать, а это вот на это стоит обратить внимание. А в нардском эпосе много таких примеров, когда тебе какую-то информацию вкидывают, и ты даже не знаешь, что с ней делать. Например, в сказании про Сослана и Тотраза там начинается все с того, что у Тотраза погибают все мужчины в семье от рук Сослана. И Сослан, он становится таким типа кровным врагом семьи Тотраза. И там не объясняется причина. То есть, почему у них вообще этот конфликт произошел. Они же как бы все одного племени, они все нарты. Ну да, они там делятся на вот эти 3 фамилии, но непонятно, что они не поделили. И когда ты ищешь ответ на этот вопрос, ты его не находишь, потому что тот же Абаев, несмотря на то, что он провел какую-то титаническую работу как исследователь, он все-таки рассказывает какие-то суперочевидные вещи, и даже то, что он говорит, в этом нет какой-то сильной аргументации. И из-за того, что в целом наши сказания мало кто изучал, и если изучал, то очень давно, у тебя нет каких-то разных мнений, нет критики тех или иных идей, и поэтому ты как бы остаешься наедине с собой в этом деле интерпретации. Я думаю, изучение эпоса, оно продолжается, просто до нас эти исследования не доходят. Они не в каком-то свободном доступе, чтобы ты мог открыть, допустим, интернет. Конечно, можно поискать на e-library какие-то научные статьи, но именно так, чтобы какой-то большой труд, монографию чью-нибудь увидеть, у нас к этому доступа, я думаю, скорее всего, нет. Но если прям человек, наверное, постарается, очень постарается, очень захочет, он пойдет в институт, где это изучается. Но это правда, это большой труд, именно дойти до каких-то материалов, которые пишут ученые на основе эпоса. Да, то есть, даже неизвестно, есть ли у нас нартоведы сейчас, какие-то современные, которые изучают эпос, и не топчутся вот на месте, на наследии Абаева, Дюмизиля, а пытаются какие-то свои исследования проводить. И к тому же, важно же, чтобы они были не предвзяты, а то, часто бывает, что какой-то исследователь, он там ангажирован в плане религии, например. Хочется более такой традиционный подход, чтобы был. И вот этого не хватает на самом деле. Но я бы хотел, чтобы, когда этот подкаст выйдет, чтобы этот вопрос как бы был нами поднят. И, может быть, если есть люди, которые реально сейчас занимаются какими-то исследованиями, чтобы они не писали свои работы в стол, там, условно, а реально публиковались где-то, чтобы это можно было. Так, я думаю, они публикуются. Проблема в том, что у нас популяризация науки должна быть. То есть мы должны, люди, те, кто не связан с наукой, с какой-то научной деятельностью, они не знают этих ресурсов, где это можно прочитать и увидеть. И это надо, наоборот, как-то выносить и показывать, что это есть.
Ну вот да, просто вот опять же, я вот как человек интересующийся, я дальше Миллера, Абаева и Дюмизиля Потому что в интернете не вижу, PDF-версии их да. книг вот присутствуют, их можно просто открыть и прочитать. Ну и они просто первые всплывают в Ну да. поисковике, да. Но есть, конечно, люди, мы о них говорили уже до записи, тоже такие ярые патриоты, что ли, которые интерпретируют эпос в совершенно, разных вариантах. И Кто-то, некоторые очень интересные да, варианты. но некоторые интересные. Вот я, например, мне в свое время, я не совсем был согласен, но интересные интерпретации сказаний были у Мурата Джусоева, хотя он как бы режиссер и сценарист, но он вот, видно, очень сильно интересовался этой темой, очень много анализировал, как-то тоже сопоставлял с другими культурами, с другими там какими-то даже науками, пытался вот как-то докопаться до сути, какие-то вопросы для себя решить. И вот мне нравились его какие-то интерпретации, мне просто еще посчастливилось с ним как бы лично обсудить некоторые моменты, и он для меня вот был тем человеком, который многое прояснил. Хотелось бы вот больше таких каких-то источников, при этом разных, потому что иногда натыкаешься на какое-то, как сказать, видео там или статью, и так как бы информации мало, поэтому ты любое упоминание пытаешься как бы изучить, а там оказывается, что совсем какие-то, очень, мягко сказать, странные бывают выводы. Ты рассказывал про какое-то видео какого-то странного института. Да, я вот буквально недавно, опять, как я вот тебе говорил, что я так время от времени что-то гуглю, чтобы найти, что-то интересное, что-то вдруг появится, какая-то лекция или какое-то просто видео. И я вот наткнулся на лекцию какого-то института альтернативной истории или вот что-то такое. Это как будто что-то выдуманное. Да, кафедра этих неправдоподобных частиц, Ну вот да, это да, вот да. все. Я сначала как бы не стал, как сказать, не был предвзят, дал шанс человеку высказаться, посмотрел лекцию от начала до конца, и там просто какие-то конспирологические теории были о том, что нарты на самом деле там прилетели из космоса, и интерпретации очень странные были, что там если нарт описан как, что вот его закалили, и кожа его стала прочной, как сталь или булат, то это обязательно киборг, древний просто. И вот про какие-то войны нартов с марсианами он рассказывал. То есть он это вот говорит, непонятно на что ссылаясь, то есть он не приводит конкретные моменты в сказании, а если и приводит, то ты удивляешься, типа, откуда он это взял. Я вот когда читал эпос, я что-то на такое не натыкался. Он на осетинском эпосе? Да. Да? Не, причем он вроде сказал, что он в осетинский лезть не стал, потому что там можно запутаться, хотя наоборот, он самый да, такой самый полный, понятный. Да. И он больше брал источники такие карачаево-черкесские и другие там кавказские интерпретации. И вот тоже ты ищешь как бы серьезный какой-то труд научный, а натыкаешься вот на такие около шизовые теории. Я видела такую статью, я же вот гуглю иногда именно статьи, и, по-моему, я видела нечто подобное про инопланетян. О том, что нарты — это инопланетяне. Я надеюсь, это был тот же самый человек, который просто напечатал это. Да, хотя, может быть, и их другой. меньше, чем кажется, да. Но почему тогда не говорят то же самое о греческих героях?
Вообще, по факту эпос — это какие-то сказания о прошлом, о героях. Мне кажется, говорят, потому что я же не только нардским эпосом Мгм. интересуюсь, я в принципе люблю мифологию разных народов. И часто натыкаешься на какие-то теории, ну вот что-то условное, типа, что вот пирамиды построили не люди, Ну да. и у греков тоже там в каком-то сказании упомянется какой-то механизм волшебный там условно. И вот эти псевдоисследователи пытаются подогнать это как-то на наши реалии. Они видят в мифах не метафоры, не какие-то вот такие средства выразительности, а они видят там роботов, каких-то монстров, каких-то инопланетян. И такие вещи, они наоборот могут отпугнуть как бы Ну да. Они, видимо, интересующихся слишком людей. буквально воспринимают то, что в эпосе есть исторический пласт и мифологический Да. пласт. Но они не понимают, что в исторический входит как раз таки именно быт и культура. Вот благодаря эпосу мы можем изучить быт и культуру. Там отражены какие-то традиции свадебные, похоронные, отражены вот при рождении ребенка, что вот в самом начале у нас рождаются два близнеца, и как бы значит, собирается пир. То есть уже традиция, обряд какой-то, обрядовость. Ну, которые даже сохранились вот по сей день, да, Да, в том же виде. да. И в этом плане нардский эпос тоже вот хочется обсудить с какими-то людьми, разбирающимися и вот в традициях, потому что традиции — это же тоже такие вещи, которые не на пустом месте появляются. И Такие как книги я правило, знаю, такие есть. как правило, вот эти традиции, они все, если вот покопаться и дойти до сути, они все очень бывают рациональные. И те традиции, в которых рационального мало, они как раз не сохраняются, не доживают там до наших дней. Ну вот там в эпосе отражена даже какая-то социальная структура, то есть алдары, вот то, что потом я у Костахи Тагурова в особе могу прочитать. То есть деление на какие-то социальные слои, даже они отражены. Но это все так вскользь упоминается, что при чтении эпоса ты не можешь понять четко для себя, какой у нартов вообще быт и уклад, потому что с одной стороны из цикла в цикл видна такая прогрессия, что ли, ну, в начальных каких-то сказаниях ты видишь, что, скорее всего, это у нартов был какой-то такой первобытно-общинный строй, а потом с каждым циклом ты понимаешь, что вот как бы шло время, эпохи сменялись, и это отражалось на самих героях, на богатырях. То есть там условно Нард Сослан — это герой там одного типа, его так, ну, он хорошо поддается анализу какому-то, то есть это такой богатырь на стыке мистического и такого воинского, который не, ну как сказать, по его приключениям можно понять, какие морально-этические нормы были в то время. Ну, конечно, там отражены вот эти понятия чести. Да, и причем эти понятия, они могут быть максимально далеки от того, что мы сейчас воспринимаем за норму. То есть для Сослана, например, как сказать, не западло как-то хитрить, жульничать, не западло пользоваться магией. И в целом он такой персонаж, как сказать, более архаичный такой, более кровожадный в каком-то смысле. Вот это его манера снимать скальпы с врагов. Это же очень такая древнескифская традиция, которая при этом в эпосе не упоминается как какая-то норма. То есть это, ну, другие герои
не собирают скальпы поверженных врагов. Это делает только Сослан, и даже в рамках того общества, в котором он находится, это типа кажется странным. То есть он такой немного персонаж-изгой, немного в нем есть вот какая-то такая инфернальность, что ли. Он очень нетипичный для такого даже кавказского типа. То есть много в нем сверхъестественного. Тяжело современному человеку как-то объективно смотреть на сказания прошлого, да даже на литературу. Вот с детьми общаешься, вот читают они, допустим, книжку, которая была написана в XIX веке, и вот ты им докажи то, что тогда это было нормально. Это сейчас тебе Да. кажется, что это странно и неправильно, а вот так раньше люди мыслили. Тогда это считалось, то, что так может быть. Продолжая вот мою мысль, например, ты читаешь про Батраза, и это уже совершенно другой персонаж. Там парадигмы меняются, и тут уже перед тобой предстает более такой типичный богатырь с такой крепкой и понятной моралью, который, если вот Сослан, он такой был идеальный нарт, идеальный такой архетип, ну вот как сейчас говорят, что условно осетин, он должен быть и воином, и наездником, и танцевать уметь, и петь. То есть такое всестороннее развитие человека. И вот Сослан, он удовлетворял вот эти вот параметры. То есть он был и воин, и танцевал там лучше всех, и был наездником. И сказителем был да. хорошим, рассказывал о своих. Да, то есть и был и умный, и удалой, и сильный, и ловкий. А Батраз, он при всех этих качествах, он еще и такой архетип идеального сына. Это же он больше находился в водном царстве и, меньше именно пребывал с нартами. Ну, там описывается таким образом, что он вырос, да, в водном царстве, и к Потом нартам небесный попал кузнец его закалил, как и позже, Суслана, да. То есть он такой больше, у всех у них, наверное, кроме отца Маза, такое сверхъестественное происхождение. То есть Сослан, вот он из камня родился, что тоже вот как бы добавляет в копилку его странности и необычности. А Батраз, он из спины отца родился. И вот, казалось бы, типа при всей вот этой архаичности эпос, он во многих вещах современнее, чем может показаться. То есть в эпосе много, я не скажу как бы феминизма, но очень много матриархальных каких-то традиций заложено. Самый один из главных персонажей женщина. И какая женщина? Да, то есть, вот если говорить о Шатане, то это абсолютно такой идеальный архетип женщины, причем во всех проявлениях. Она и мать, и она хозяйка. И хозяйка, она и женщина, к которой все нарты обращаются за советом, она и колдует, она и готовит, то есть она в себе вообще, она в себя вбирает вообще все то, что в женщинах как бы ценилось тогда и ценится сейчас, но при этом, опять же, если на нее смотреть с какой-то там точки зрения современной морали, то она... Могут быть вопросы. Да, могут возникнуть вопросы. И вот тоже типа этим эпос вот и как бы завораживает, что ты в нем находишь какие-то очень современные темы и вопросы поднимаются там. Но при этом видно, что это те вопросы, которые уже тогда возникали. То есть это не какой-то новодел, а именно актуальные вопросы для того времени. Исследователи любят все структурировать. И вот, допустим, Проб в своей морфологии волшебной сказки, он говорит также и о каких-то, во-первых, об архетипах, самое главное. Во-вторых, он говорит о обрядах инициации, которые в эпосе тоже присутствуют. То есть морфология волшебной сказки, она подходит как раз-таки под
под многую мифологию многих стран и народов. Дюмизиль, вот ты мне рассказывал, тоже выделял, как бы делил все на 3. Да. И прям вот легко это тоже ему удалось поделить, всех персонажей на 3 архетипа каких-то. Ну, там, понятно, все делится на 3 фамилии и так, Да. и как бы каждый герой принадлежит какой-то из этих фамилий. Вот Дюмизиль тоже, он с одной стороны такой корифей исследования Нартиады и вообще любой мифологии, но вот у него есть вот эта проблема отсутствия аргументации, то есть с одной стороны его вот это деление на 3 архетипа, оно в какие-то моменты оно идеально прям ложится. Ну, какие это архетипы? Но он, если я не ошибаюсь, выделял Жрецы, жрецов, Воинов. воинов и, ну, вот это кастовая классическая Да. система, которая вот и в Индии присутствовала, в их эпосе, только там каст больше, а у нас вот 3 основные. И в чем еще как бы особенность вот этого деления в нардском эпосе, там нет такого, что одна каста, одна фамилия, она как-то возвышается над другой. То есть есть вот эта, ну, идея триединства какого-то, равенства, и каждый вносит как бы общий, ну, вклад в общее дело. Но при этом большая часть сказаний, оно о войнах все-таки, о богатырях, а о земледельцах, вот других род меньше. Борота, который как раз вот такие зажиточные земледельцы, он очень часто выставляется в каком-то негативном ключе. То есть есть, ну, если есть какой-то такой второстепенный негативный персонаж в сказании, то это, скорее всего, человек из рода Борота. И есть отдельные прям сказания, где, например, Борота собрались как-то вместе убить Урыжмага толпой. Но им помешал Нарт-Батраз. И там, опять же, не объясняется, какая у них мотивация, почему они так решили. Ведь Урыжмаг, он такой один из самых уважаемых вообще персонажей в эпосе, но при этом есть сказание, где Батраз, по-моему, или опять же Урыжмаг вырезает вообще весь род Борота. И опять же, это вскользь упоминается, и больше никак к этой теме не возвращаются, и ты думаешь, типа, а что случилось? Ну, типа, только что вот я читал, все было нормально, а тут раз вот такой удар по твоему читательскому как бы опыту, восприятию, и дальше все уже нормально, мы к этой теме не возвращаемся. Вот как такие вещи объяснить, неясно. Ну и вот к этому же относится вот то, что я до этого сказал, что почему Сослан там убил каких-то своих односельчан, условно, и это никак не наказывалось, это Ну вот никак с детьми Шердона же, вот, перед тем, как он Фандыр ну, изобрел, что случилось. Шердон это вообще... Он трикстер, герой трикстер, да, да, это понятно. вообще такой самый недооцененный персонаж в эпосе. Он потрясающий. Да, и вот, как обычно бывает, самый недооцененный оказывается самым адекватным, в принципе. И с детьми Шердона можно как-то оправдать их вот эту участь. Ну, потому что это была месть, да, за... Потому что, не то что месть, а Шердон, он же был такой, как сказать, ну вот он был конкретно изгой в обществе нартов, и он всегда вот пытался как-то влиться в эту тусовку, но они его отвергали до последнего, и поэтому тут можно просто параллель провести с какими-нибудь условными викингами, у которых человек не из их общины, не из их какого-то общества, он не то что подвергался каким-то гонениям, просто вот, ну, насколько я знаю, у викингов даже есть такая традиция, или как это назвать, они
за какое-то преступление могли человека изгнать из своего общества, и с этим человеком уже другие викинги могли делать что угодно. То есть, если они его убьют, они уже никакой ответственности не несут. Да. И вот Шердон, он вот тоже, видимо, был таким персонажем, который, он как бы не с нами, поэтому над ним можно издеваться, над ним можно как-то подшучивать, можно убить всю его семью, сварить в котле, и тебе условно ничего за это не будет. И именно вот это событие, оно же настолько нартов и потрясло, что Они его они его приняли. в итоге приняли. Да. То есть, но при этом Хамыц, он не понес никакого наказания. И вместе с тем, это, по-моему, один из немногих, если не единственный персонаж, который ведет себя как бы осуждаемо. Он такой прям пример нехорошего человека во всех смыслах, и которого настигает гибель такая как бы заслуженная. Это очень редкий случай в нардском эпосе, потому что, опять же, тот же Сослан, он очень много вещей творит, за которые он должен был, наверное, понести наказание, но он избегает этого каким-то образом. Вот на основе эпоса, даже сейчас ты упомянул викингов, на основе эпоса можно судить о каких-либо контактах. Вот, допустим, Да, Селиман Шибаев говорил, что на основе каких-то там вещей можно утверждать, что латиняне и предки и скифы как-то контактировали. Легенда о Ромуле и Реме и самое начало эпоса, рождение Ахшара и его брата-близнеца. И вообще вот эти близнечные мифы, это, как по мне, тоже очень интересно, потому что они встречаются у многих народов, и просто по-разному это выражается. Где-то близнецы, вот они два близнеца, один дает миру что-то хорошее, а другой что-то плохое, или они как-то друг с другом конфликтуют и в итоге убивают друг друга. Но вот это вот некое двойничество, разделение мира на два, дуалистическое что-то вот хорошее, плохое, вот здесь у нас представлены близнецы два раза. да, вот это тоже интересно. Да, и как-то они очень по-разному как будто представлены. Тут как бы мало того, что этот мотив два раза встречается, они прям соседствуют друг с другом. То есть если Ахшар и Ахшартаг, они на самом деле мало чем отличаются между собой в том плане, что, разве что вот у них имена переводятся как, там, я точно не скажу, но как смелый И еще смелее. и еще смелее. Да. То есть в целом их можно считать вообще как одного персонажа, наверное, просто с такой разной судьбой немного. И они как будто бы перерождаются через Дзарасу, но вот это перерождение, оно уже как-то их разделяет, как будто, вот я это интерпретирую так, что как будто происходит какой-то переход от одной эпохи к другой, то есть там Ахшар и Ахшартаг — это что-то такое раннемифологичное, что-то супер такое архаичное, где нету как бы персонажей сформированных, есть только такие символы. А тут уже появляются более такие герои, у которых ярко выраженный характер. И они такие зеркальные противоположности. У эпоса есть варианты у различных кавказских народов, и возникает вопрос иногда, кому все-таки принадлежит эпос. Да. И вот основываясь на каких-то этнографических категориях, вот Абаев тоже как бы утверждает, что эпос все-таки основная какая-то часть, даже слово «нарт», это имеет вот осетинский показатель, то, что он все-таки идет больше из какого-то... И сейчас существует больше в осетинской культуре. Вот какие еще по этому поводу есть мысли? Как будто бы да, даже исследователи плюс-минус считают, что нардский эпос более в полном виде представлен именно у осетин. То есть тут как бы не хотелось обижать другие народы, но
это, наверное, можно сказать, что это факт, который признается не только условно Абаевым, а это признается и исследователями из других стран, потому что иной раз в интернете можно наткнуться на какие-то исследования французов, например, которые изучают наш эпос даже с большим интересом, чем наши соотечественники. Ну и плюс, как мы вот до записи обсуждали, что несколько лет назад приезжал какой-то поляк, который просто где-то как-то соприкоснулся с нашей мифологией, и ему это так понравилось, что он решил перевести на родной язык наш эпос и отвезти в свою страну. Я вот могу путать, он поляк или серб, но Людей это интересует. но такая новость была, и нам, конечно, приятно, что люди совершенно других культур интересуются культурой нашей республики, но, опять же, хотелось бы в этом плане, чтобы вот какие-нибудь современные исследователи поставили прям уже окончательную такую точку в этом вопросе. Я, кроме Остинского эпоса, Остинской версии Артиады, никакую не читала. И мне всегда было интересно, сюжет основной, там с кем воюют нарты, он схож, прям очень схож, или есть какие-то кардинальные различия? Я тоже в тему не погружался прям серьезно, но я знаю то, что у других народов Кавказа бывает одно и то же сказание, там меняются герои, то есть там какое-то приключение Сослана, оно приписывается, например, Батразу, и может быть наоборот. Или, например, нарт Тотраз, он там у другого какого-нибудь народа Тотреш, или как-то так его имя. Созруко, Сослан, тоже у кого-то, по-моему. Сосруко, да. Да. Но вот касательно Тотраза встречается такая версия мифа, что он как-то, если вот обобщить, то он как-то делает больно своей матери, чтобы она выдала убийцу его отца. У осетин этот эпизод, он фигурирует в цикле про Батраза. То есть Батраз, он как-то делает больно разными способами, есть разные версии. Он как-то делает больно Шатане, чтобы она сказала, кто убил Хамыца, кто убил его отца. Вот такие есть несостыковки, например. Я как-то не стал углубляться в сказания других народов, потому что у меня как бы и с нашим эпосом куча вопросов без ответа, а тут еще как-то пытаться на соседей поглядывать просто не хватало внимания. То есть я как бы и так пытаюсь изучать наш эпос через эпосы других народов, пытаться вот через вот эти заимствования, пытаться воспользоваться, грубо говоря, теми же инструментами исследования, что и применяются, например, там, к скандинавским каким-то Это эпосам. на самом деле самый такой правильный, наверное, подход, потому что много схожего с Тором, с Ахиллом можно найти, если углубляться. И причем есть параллели не только в каких-то очевидных моментах, что там Ахиллес и Сослан, они оба Шардона с Локи богатыри, сравнивают. да, у которых есть какое-то слабое место. Но и в целом, если посмотреть на то, как ведет себя Ахиллес, очень много параллелей в характере именно с Сосланом. Самое такое, мы с друзьями иногда шутим, что в Илиаде Ахиллес как бы принято считать, что он самый крутой и самый он негативный герой, удалой. хороший Гектор. Не, именно он же как бы в культуре представлен равно, таким неуязвимым гигачадом, как сказали бы наши современники, но при этом, когда ты читаешь Илиаду, он практически не участвует в битвах, он какой-то нытик, который постоянно жалуется маме, и на Сослана можно тоже
перекинуть эти же претензии, потому что Суслан чуть что бежит к Шатане и просит у нее совета. И тут уже как бы вопрос, Он не жалуется, он просит совета. ну, в каких-то моментах он Ты у именно мамы совета не жалуется. просишь? Если я хотя бы в этом похож на Нарта, то это здорово, наверное. Ну, то есть это, конечно, все шутки, но тем не менее, вот через культуру другого народа можно многие вещи для себя вот так прояснить. Даже, ну, особенно вот очень много похожих вещей, ну, в культурном плане именно со скандинавскими какими-то сагами, легендами, потому что, наверное, скандинавы, они вот именно как-то по духу ближе, наверное, к, ну, я бы не сказал осетинам, ну, конкретно там к аланам, к скифам, потому что это оба народа такие серьезные, суровые, и в целом даже и скиф, и викинг — это не только какой-то такой, ну, какое-то слово, означающее этническую принадлежность, но это часто было таким термином, которое именно род занятий означало. Например, там с древними греками или с древними, как правильно, индусами или индийцами. Вот если с ними Как скажешь, так и сравнивать, правильно. вот если с ними сравнивать, то, конечно, какие-то параллели присутствуют, но все-таки, ну, те же эллины — это совершенно, ну, разные по духу народы. Теперь перейдем к теме такой проблемы экранизации. Допустим, Илиаду, Одиссею экранизировали не раз. У нас есть Троя, которую все обожают. То же самое с скандинавской мифологией, но причем ее даже в какой-то супергероике показывают. Да. В «Мстителях» у нас Тор и Локи главные, ну, одни из главных персонажей. В чем проблема экранизации эпоса? Но это вообще, наверное, больная тема всех творческих людей в Осетии, да и не только. Ну, тут опять же, вот мне кажется, главная проблема вот в этой как бы недосказанности. То есть мифы, на мифах Древней Греции греки отточили вот эти драматургические навыки, какие-то да. навыки, и поэтому они идеально ложатся на какую-то... Ну, их, короче, легче экранизировать гораздо. Их, во-первых, можно экранизировать прям в том же виде, в каком они есть. При этом ты можешь как-то попробовать деконструкцию какую-то провести. Ты можешь сместить акценты, как это, ну, делали, собственно, древнегреческие драматурги, что они как-то меняли угол обзора и делали там центральным персонажем не героя, Амедею, например. Амедею, да, например. Ну и в целом на это всегда интересно смотреть, потому что те или иные точки зрения, они как бы добавляют дискуссии, живости какой-то. То же самое касается там скандинавских всяких саг и мифов. Они тоже, в них есть какая-то вот эта драматургическая основа понятная. И есть еще вот этот момент эстетики. То есть сейчас, ну, в массовой культуре условные там римские легионеры, тамплиеры, викинги, они вот так между собой вот эту пальму первенства передают друг другу в плане вот именно репрезентации в массовой культуре. Они у всех на слуху. Ты там в любой даже компьютерной игре видишь какие-то там отсылки. И даже в фэнтези многие авторы вдохновляются именно вот эстетикой. А у нас как-то с этим потяжелее, в том плане, Ну, в плане что... литературной я могу сказать то, что на эпосе многие основываются, и современные наши осетинские писатели как-то пытаются, ну, перекладывать, зеркалить, так и какие-то, которые ранее творили. Ну, вот с кинематографом, да. Тут как бы трудность еще в том, что если мы говорим о персонажах
других эпосов, то тут вступает еще в дело материальная культура народов. То есть если там какого-нибудь Ахиллеса представляешь, то ты плюс-минус, благодаря там археологам, благодаря исследователям и уже из других научных дисциплин, ты примерно представляешь, как этот персонаж мог бы выглядеть, какие доспехи он носил, в какую одежду они там в повседневное время носили, в каких домах они жили, какой у них был такой социально-культурный уклад. А касательно нартов, ты не знаешь, как он мог выглядеть в теории хотя бы, какие доспехи он носил. Там тот же Туганов, он изображает нартов просто в какой-то кольчуге на все тело. Джанаев, он больше так к средневековым каким-то таким, к средневековому дизайну тяготеет. А как они на самом деле выглядели? Вот Тут вопрос художник же может экранизации. как-то вольно все равно это интерпретировать для себя. Ну, вольно, но при этом хочется же как-то сначала, чтобы получилось, ну, как все экранизации или постановки, сначала они максимально близки бывают к оригиналу, а потом уже какие-то интерпретации. Потому что, ну, даже вот если рассуждать на эту тему, то того же Сослана можно изобразить разными способами, но это же все влияет и на сюжет, как бы надо отталкиваться больше от сюжета, от идеи какой-то, и это все должно быть обосновано. То есть почему он в твоей экранизации, в твоей интерпретации выглядит именно так. И вот с этим тоже очень много проблем, потому что уже на этапе таком подготовительном у творца перед ним стоят очень такие тяжелые задачи. Мало погрузиться в материал, надо еще как-то это все устаканить, интерпретировать верным образом. А вот как легче, думаешь, снять какую-то кинематографическую версию или мультипликационную? Тут у каждого варианта есть свои трудности и свои, наоборот, какие-то положительные и удобные стороны. Но вот мне как, ну, отталкиваясь от моего образования, мне больше кажется, что нужен такой подход более творческий, анимационный. Причем, ну, мне бы хотелось, если бы я делал какую-то экранизацию или кто-то бы делал, а я бы как зритель это оценивал, то хотелось бы увидеть в рамках сериала даже какого-то, и чтобы это была рисованная 2D-анимация. И при этом я понимаю, насколько это и трудоемкий, и дорогой процесс. Сделать мультик дороже, чем снять кино? Зачастую да. Ого. С одной стороны, в анимации удобно, что ты можешь нарисовать, что хочешь, и ты как бы ограничен только своей фантазией и своими техническими как бы скиллами, умениями. Ну, если снимать кино игровое, то тут уже там надо искать локации, надо искать актеров. Там условно Нарта Батраза ты можешь нарисовать каким хочешь, а вот, например, найти актера, который бы чисто вот внешне подошел на роль богатыря. Хочется же еще, чтобы в таких проектах участвовало как можно больше наших ребят. И вот я, например, не знаю, у нас с актерами вообще как дела обстоят. Если озвучить, например, Нарта, я могу себе представить, кто. Например, даже если Нарт говорит и поет, тут можно вообще 2 актеров, в принципе, нанять, как это вот в том же Диснее делается, что один актер озвучивает персонажа, просто его там реплики, диалоги, а когда персонаж поет, это уже другой актер, грубо говоря, который петь умеет. И тут уже как бы проблема в том, чтобы найти. А в экранизации
как бы игровое кино, если делать, то тут супер много проблем может возникнуть. Опять же, вот в плане материальной культуры. Какое оружие использовали нарты? Они использовали вот эти кинжалы, как у нас, или они использовали мечи? А если они использовали мечи, то какие? Вот средневековые или более там древние? Как они, во что они одеваются? Они выглядят как рыцари средневековья, вот которых мы представляем, когда говорим о рыцарях, или они выглядят как там скифы, сарматы, более такие в каких-то кольчужных, кожаных, клепанных каких-то доспехах. То есть, если в анимации тебе надо, что уже тяжело, просто вот это для себя определить, а дальше ты уже можешь это нарисовать, то в кино это же надо сделать, да, выковать и так далее. Просто даже вот вспомнить экранизацию там «Властелина колец», сколько там доспехов, сколько там мечей, как все продумано, вплоть там до архитектуры. По объему работы это будет так же, как «Властелин колец», да? Да, и тут даже вопрос не денег стоит, а опыта тех, кто этим будет заниматься. Потому что я, когда учился, я на первых курсах думал, что вот будут деньги, и тогда типа попрет. Но даже когда деньги появляются, встает вопрос, а кто это будет делать? Профессионалы, они вообще заинтересованы, они свободны или заняты? И как бы мне вот кажется, что если заниматься экранизацией, то нужно начать с малого чего-то. Вот надо пойти по тому же пути, что в свое время делали древние греки. То есть сначала надо у нас там в Остинском театре какие-то постановки сделать, попробовать проанализировать сказания, опять же сместить акценты, потому что вот для меня, как для режиссера, например, одно и то же сказание, его можно с разных углов подать. Я хочу показать персонажа положительным или отрицательным. Какая проблематика вообще для меня важна? Потому что даже, опять же, сказание о Суслане Тотразе можно показать совершенно с разных сторон. Можно просто поставить вот как она есть. Можно показать все происходящее с точки зрения Суслана, а можно с точки зрения Тотраза. И это совершенно разные экранизации получаются. Где-то можно показать там условно мать Тотраза как женщину, с которой случилось там большое горе, она потеряла мужа, сыновей, и даже вот последний ее сын Тотраз тоже погибает. Это можно показать как такую драму, трагедию, а можно показать ее совсем с какой-то неприятной стороны, то есть вывернуть все таким образом, что она немного такой негативный персонаж совершенно, то есть мать, которая отправляет своего сына, наускивает сначала своего сына отомстить за отца, вступить в неравный бой с неуязвимым оппонентом, а когда он погибает, то она даже не хочет его видеть и не хочет его хоронить. Тут пространство для интерпретации, оно огромное. Даже тот же Батраз, например. У него же очень много таких интересных конфликтов, которые хочется раскрыть, которые как бы в самом эпосе они не раскрываются, и тут уже задача творца взять какой-то конфликт и раскрыть его понятным для зрителя образом, потому что с одной стороны Батраз такой идеальный воин, с другой стороны он идеальный сын, но при этом присутствует конфликт, что он достойный сын не совсем достойного отца, и он постоянно попадает в такие ситуации, где
как, например, Гамлет какой-нибудь, или в Аристее, собственно, сам Орест, они оказываются на таком распутье, что долг Батраза, вот если мы об Батразе говорим, долг как бы сына заставляет его заступаться за отца в любой ситуации, даже если он не прав. А с другой стороны, его отец поступает очень часто как-то плохо и с моральной точки зрения неодобрительно среди нартов. Можно из этого же действительно какую-то интересную историю сделать. При этом Батраза же, по сути, губит его любовь к отцу, потому что он полностью теряет над собой контроль, когда мстит за него. И, собственно, происходит катастрофа чуть ли не библейского масштаба, что ни нарты, ни какие-то сущности божественные не могут его остановить. И он в итоге погибает как бы не в самой удобной ситуации, скажем так. И вот это все очень интересные мотивы, но чтобы их правильно реализовать, нужно, грубо говоря, руку набить. То есть, если мы экранизируем какое-то классическое произведение, мы можем отталкиваться от предыдущих экранизаций, Вариантов, да. что-то брать оттуда, а что-то придумывать свое, и ты как бы знаешь, что уже было до тебя, и понимаешь, что там повторяться условно не хочется, и ты что-то свое придумываешь легко. То есть тут как бы рамки, они идут художнику только на пользу. И чем эти рамки уже, тем у тебя больше включается вот этот думательный аппарат, что ты находишь какие-то нестандартные решения. А из-за того, что практически нет каких-то толковых экранизаций эпоса, то у тебя с одной стороны свобода, но эта свобода тебя и сковывает. Ну да. Ты не знаешь, с чего начать, за что взяться. Ну и подключать надо будет всех, и историков, и этнографов, и всех на свете, всех, кто этим занимается. А учитывая, что у каждого из них какое-то свое мнение, видение, да, то трудно как-то собрать все в кучу и сделать. Ну и плюс, если вот уже как-то, представим, что есть люди, которые могут это экранизировать. Ну, вот, допустим, даже если вот это все опустить и опираться вот на образы, которые создал или Жинаев, или Туганов, вот просто опереться на них, и вот все, вот будем делать вот так. Вот именно потому, как они выглядят, как они, какой-то быт же все равно в этих картинах отражен, хоть чуть-чуть. И дальше уже опять на какие-то исторические факты основываясь, что-то придумать, грубо говоря. Дальше легче пойдет работа. Ну, тут, наверное, как и в любом деле, главное начать. И, конечно же, первые попытки, они будут немного сыроваты, может быть. Может, вообще все идеально с первого раза получится. Но мы же как бы отталкиваемся от каких-то реалистичных моделей. И надо, в общем, набить кучу шишек, набраться опыта, и тогда станет понятно. Иногда вот в анимации бывает часто так, что ты разрабатываешь персонажа, и он вроде бы выглядит отлично, тебе все нравится, но когда ты начинаешь этого персонажа двигать, когда ты доходишь до анимации, то всплывают какие-то неудобные моменты, какие-то косяки, которые тебе придется исправлять. И тут то же самое. Мы, с одной стороны, можем опираться на работы Туганова и Джанаева, но они тоже будут каким-то таким выступать контекстом, который накладывает какие-то свои ограничения. И тут уже надо будет выбирать, мы хотим экранизировать эпос как условный фильм «Троя», где вся вот эта мифологическая сторона, она опускается, Опущено, да.
и все показывается более таким реалистичным способом, что обычно, ну, как я вот вижу, исследователи такое не любят. Они любят, когда какие-то каноны воплощены точно. Или мы хотим какую-то именно фэнтези, какую-то сказку сделать, но опять же мы можем потерять зрительское внимание, потому что может получиться какой-то лютый артхаус, который не будет направлен как бы на массового зрителя. Мы как бы должны задать себе вопрос, мы для кого эту экранизацию делаем? Мы для себя ее делаем или для народа? И вообще нужен ли народу этот фильм или мультфильм? Конечно, каждый скажет, что было бы неплохо, однако я бы не сказал, что сейчас для творческих людей есть какая-то поддержка либо социальная, либо вот от государства в плане помощи в воплощении каких-то идей. Я вот помню даже ребята в ВГИКе, кто вот тоже из Осетии учился, они нет, да пытаются как-то сделать там какую-то работу, какую-то иллюстрацию или какую-то работу, связанную с нардским эпосом или с какой-то иной литературой осетинской. И они очень часто на полпути бросают это дело, потому что просто не видят какого-то отклика от своих соотечественников. Ну вот успех Трои, это мы упомянули уже пару раз, в том, что, во-первых, она сжата, там вот эта огромная Илиада, она сжата до вот 2 часов, грубо говоря. И, конечно же, в подходе к работе, то, что вот она показана реалистично, это тоже большой плюс. И актеры, конечно же, то есть она дорогая. Вот в чем плюс Трои. Она сделана дорого, качественно, все сжато, есть у нас основная линия, история, есть любовь, есть война, есть все. Да. Она получилась идеальной. Вот во многом. Во многом, да. Да. И поэтому она, можно так сказать. Она на слуху, все знают Трою. Да. Вот можно ли сделать так же с эпосом? Просто интересно. Теоретически можно. То есть эпос, в принципе, он в этом плане такой податливый. То есть ты можешь им воспользоваться, даже не обязательно брать целиком какое-то сказание, можно просто делать какие-то отсылки, вкрапления, как вот, например, недавний фильм, могу ошибиться в названии, «7 черных бумаг». Там как бы совсем не про эпос, но при этом появляется персонаж, который, такой в цвет Шердон, и который тоже главным героем рассказывает какие-то байки, легенды, связанные с нартами. И уже на таком уровне неплохо. Это уже приятно. Подогревать зрителей такими вот, я не скажу отсылками, но такими омажами, что ли. И это такой трудный вопрос вот подняла. С одной стороны, и хочется, и колется этим заниматься, но, опять же, надо такую титаническую работу проделывать и с осознанием того, что ты это делаешь не сколько для себя, сколько для будущих каких-то режиссеров и художников. Которые возьмут тебя за основу. Да, потому что вот даже взять наших художников, у нас очень много талантливых людей в республике. И я даже помню, в прошлом или позапрошлом году ходил на выставку, как раз связанную с нардским эпосом. И с одной стороны, там были очень интересные работы, в техническом смысле, визуально. Но при этом все темы были очень банальные, 100 раз объезженные, пережеванные. И
видно, что художник, ну, конечно, наверное, это грубо будет звучать, но не совсем вот погружался в материал. Он вот там знает, что есть такой-то миф, сказание о Сослане, вот это и нарисую, и типа нормально. А при этом были какие-то очень интересные решения, даже которые можно было бы взять за основу, если бы мы делали экранизацию. Были даже какие-то графичные такие очень работы, которые больше вот как раз на комикс походили. Но тут такой момент, что даже делать что-то маленькое, как, например, комикс, тоже очень тяжело. Все, как обычно, упирается в деньги. И касательно вот «Трои», это очень дорогой фильм, но, опять же, надо посмотреть, окупился он или нет, потому что если что-то такое делать, то мы там с какой-то Но надо делать это с без большой оглядки, как уверенностью, будто, да. не ждать Не, того, ну что тут это окупится. такой момент, что если это какой-то продюсерский проект, то он, ну, должен будет окупиться. А если это все будет при поддержке государства, то тут это, ну, не совсем основная задача, что ли. Да. Потому что даже вот фильмы, которые сейчас выходят, отечественные, при поддержке государства, то там никогда не стоит вопрос окупаемости. Если вот мы говорим о большом студийном процессе, там, как, например, в Голливуде, то тут уже придется стараться именно окупать потраченные средства. А чем они больше, тем это тяжелее сделать. И условно, если осетинам интересно будет посмотреть экранизацию эпоса, то неизвестно, интересно будет ли кому-то другому. Это вообще затея. И поэтому, наверное, как я уже сказал, правильнее делать что-то небольшое, потому что долгострои, они тоже Они не заканчиваются еще вредят, часто. да, творческому процессу. Но если в целом подводить итог, я бы хотел, чтобы этот подкаст все-таки поднял какие-то вопросы среди наших талантливых соотечественников, чтобы не было страха сделать что-то не так, не было страха столкнуться с какой-то критикой, осуждением, что это очень такая плодотворная тема для любого аспекта искусства. В нардском эпосе можно черпать вдохновение и художникам, и поэтам, и режиссерам, и мультипликаторам. В нардском эпосе действительно есть какие-то вещи уникальные, которые только обогатят любую сферу, но просто это надо начать, и этому нужно как бы помогать и всячески поддерживать любое начинание. Но при этом не скатываться в какую-то задорновщину, не скатываться в какие-то конспирологические теории, постараться трезво оценивать все сильные и слабые стороны наших культурных каких-то вещей и просто делать, и все. Спасибо тебе большое, спасибо, что пришел. Спасибо, что позвала. Мне было очень-очень интересно. Надеюсь, вам тоже было интересно. Всем пока.